Дорогие друзья в России и те, которые нас слышат, я хочу, пользуясь случаем, обратиться к вам по поводу одной проблемы. Недавно генпрокурор Российской Федерации господин Краснов в Душанбе объявил о том, что скоро, 14 сентября, Верховный суд Российской Федерации будет рассматривать вопрос о признании нашей партии, партии Исламского возрождения Таджикистана, террористическим на территории Российской Федерации. Это печальная новость не только для нас, для членов, бывших членов партии, сторонников, но и для всего таджикского общества, в частности для наших граждан, которые проживают, работают в России, потому что десятки тысяч, а возможно даже сотни тысяч на этом огромном пространстве, постсоветском пространстве, могут стать жертвой этого ошибочного решения. Почему мы считаем это решение, если оно будет так принято, ошибочным, не только для Таджикистана, не только для таджикского народа, но и для России, потому что партия Исламского возрождения Таджикистана считалась и считается на сегодняшний день одним из самых умеренных политических, религиозных политических партий не только в нашем пространстве, постсоветском пространстве, но и по всему миру. До сих пор ни одна страна, ни одна международная организация, несмотря на все старания руководства Таджикистана, не признала нашу партию террористическим, даже экстремистическим. Если Россия будет принимать такое решение, к сожалению, это будет первая страна, которая примет такое ошибочное решение, очень политизированное решение, и оно будет, естественно, будет иметь свои негативные последствия. И мы очень надеемся, что, хотя осталось очень мало времени, всего одной недели до рассмотрения этого вопроса, мы очень надеемся, что наш голос будет услышан не только Верховным судом Российской Федерации, его председателем господином Лебедевым, которому я отправил официальное письмо, не только Министерством иностранных дел России, господином Лавровым, который был в свое время представителем Российской Федерации в Совет Безопасности в ООН, и там под патронажем Совета Безопасности ООН проходили межтаджикские переговоры, и финальная часть, последний раунд переговоров и общее соглашение о мире и согласие в Таджикистане была подписана в Москве 27 июля 1997 года. И если Россия примет такое ошибочное решение, оно сведет на нет не только результаты огромных усилий российских дипломатов, российских руководителей, включая покойного Примакова, с которым я встречался, Устод Нури, покойный лидер нашей партии. Господин Примаков посетил Кабул в начале переговорного процесса. И именно они, представитель России и лидер нашей партии, заложили основу мирного процесса, и результатом стало общее соглашение о мире. Кстати, дорогие российские друзья, Россия является не только страной, которая приняла у себя несколько раундов переговоров, страной, которая продвигала эту идею в Совет Безопасности ООН, но и Россия является страной-гарантом мирного соглашения вместе с Ираном, вместе с Казахстаном, с другими государствами Центральной Азии. И если будет принято такое ошибочное решение, это говорит о том, что, к сожалению, Россия отказывается от своих обязанностей, отказывается от тех достижений, которые добилась Россия в течение последних 20 лет в этом направлении. И самое печальное, самое негативное то, что оно будет иметь последствия и в вопросе борьбы с терроризмом. Нельзя бороться с терроризмом с использованием двойных стандартов. Кстати, я в этом открытом письме господину Путину написал о том, что он лично несколько раз
критиковал международное сообщество по поводу того, что некоторые государства используют двойные стандарты при определении террористов, террористических организаций, и это используется в политических целях. Я в этом полностью согласен с господином Путиным, но очень надеюсь, что сама Россия не повторит те ошибки, которые делали другие государства. И сам руководитель России, господин Путин, должен доказать, что Россия не использует двойные стандарты при определении понятия террориста и террористических организаций. Где логика? Где аргументы? Если Россия сегодня принимает у себя движение Талибан, сотрудничает с движением Талибан, который находится в списке террористических организаций в самой России, одновременно объявляет ПИФТ террористической организацией, хотя знает, что ПИФТ был легальной парламентской партией, и ПИФТ часть, одна сторона мирного соглашения, мирного процесса. Руководители ПИФТ, в том числе я, посещали много раз Россию, встречались на самом высоком уровне, конечно, не на уровне президентов, но на уровне министров, лидеров политических партий, на уровне других представителей официальной России. У нас хорошее сотрудничество было на уровне муфтиата, на уровне региональных структур. Почему вдруг Россия перестала последовать своей политике и в угоду Эмомали Рахмону решил объявить нашу партию террористической? Да, мы понимаем, что сегодня ситуация вокруг России неоднозначна. Лидеры Российской Федерации все время заявляют о том, что Россия не изолирована, Россия не одинока, Россия следует своей позиции последовательно, никаких изменений нет. События вокруг Украины не повлияют на российскую позицию, но действия российских чиновников доказывают обратное. Если такое решение будет принято по отношению к нашей партии, это доказательство тому, что Россия изолирована, Россия нуждается даже в поддержке таких политиков, как Эмомали Рахмон, и готова уступить ему, несмотря на то, что в самой России не верят в то, что наша партия является террористической. И как раз это будет доказательством тому, что Россия идет на уступки Рахмону, потому что Россия сегодня слаба, изолирована и нуждается в международной поддержке таких руководителей, как Эмомали Рахмон. Я очень надеюсь, что это не так, и Россия докажет, что это независимая страна, не изолированная страна. Россия – это страна, которая имеет собственную позицию, собственную политику, собственное определение террористов и террористических организаций. Поэтому, хотя осталось время очень мало, всего одной недели, я очень надеюсь, что все наши старания, те письма, которые мы отправили господину Лаврову, господину Лебедеву, и открытое письмо, которое я опубликовал господину Путину, и десятки других наших обращений, оно будет учтено, и российский суд примет правильное решение и не признает нашу партию как террористическую, потому что это будет как раз поддержка терроризма. Очень многие граждане, особенно молодежь, не только в Таджикистане, но и на всем постсоветском пространстве, они будут убеждены после этого в том, что даже умеренная политика, даже политика нашей партии, которая все время отвергала насилие, вооруженную борьбу, и все время мы боролись против терроризма и экстремизма, оно не только не дает результатов, наоборот, такие же умеренные партии, они сами становятся жертвой двойных стандартов. Это еще раз доказывает им, что надо прибегать к другим действиям для того, чтобы наконец-то вас признали
силой. Если Россия признает Талибан только после того, как что они не сложили оружие, они боролись до конца вооруженным путем, и Россия вынуждена была потом с ними иметь дело, то это будет... А наоборот, партия Исламского возрождения Таджикистана, которая отказалась от оружия, взялась за мирную деятельность, участие в парламенте, участие в выборах, построение взаимовыгодного сотрудничества с Россией, с другими государствами региона, и результатом становится ее признание как террористическое, это сигнал для молодежи, это сигнал для будущего, что для России, для других государств региона приемлемы только практика и тактика талибов и тех движений, которые следуют за движением Талибан и других вооруженных групп, а не политика и не тактика партии Исламского возрождения, умеренных политических партий и движений. Поэтому я думаю, что это будет очень большая ошибка, если Верховный суд России примет такое решение. И мы со своей стороны, как я уже указал в этом письме, остаемся приверженцами нашей стратегическим взглядам, стратегической позиции, независимо от того, что какое решение примет Верховный суд России, мы будем дальше работать, дальше вести свою деятельность только в рамках законов тех государств, где мы существуем, мы ведем работу, а там, где мы запрещены, мы не будем работать. И только будем работать в интересах нашего государства, нашего народа и во благо всех народов нашего региона. Очень надеюсь, что наша позиция и наши доводы будут учтены Российским Верховным судом.